Не, ну понятно, так сходу-то сразу всего и не вспомнишь, конечно. Заслуженный работник Республики Тыва. Мой дед Максим Мангурукович Мунзук, народный артист Тувинской АССР, народный артист РСФСР. Дед меня любил, так же, как и всех своих внуков, да, я это помню. Ярких воспоминаний, конечно, много. Я очень много времени проводил у них дома. Он вообще человек, не сказать, что он прямо занимался, так скажем, внуками там, ну, он очень погружен был в свою работу. Меня Арсеньев зовут. А тебя как? Ты Сузала? А лет сколько? Хорошо, не знаю. Моя уже много-много живи. Помню, как, ну, не так часто, конечно, но выезжали куда-то на природу с ними. То есть, ну, я совсем маленький, конечно, был тогда, но тем не менее я это запомнил. Еще был ГАЗ-69 такой старенький. Еще вспомнил про своего деда. Это как раз то, что у него с памятью были проблемы. Да, у него были проблемы с памятью. Особенно, когда уже в возрасте. Вот. Он мог пойти на концерт, одеть костюм, все, и выйти в тапочках домашних. И возле театра только понять, что он в тапочках идет. И вот то же самое у меня. Не то, чтобы я там тапочки, в домашних тапочках. Вот эта вот тяга к большому искусству, она всегда у меня внутри была. И то есть я не хочу оставаться в этом ремесле. Я хочу, наоборот, хочу вот это ремесло вывести в большое искусство. По крайней мере, хочу делать, хочу верить, что я делаю какое-то, ну, искусство. То есть хочется выйти на большой рынок искусства, поучаствовать, ну, в таких узконаправленных, таких более профессиональных выставках, да. Я вот до сих пор удивляюсь, почему это так произошло. Но все, что связано с кожей, какие-то движения там, и в том числе и первое желание работать с кожей пришло именно во сне. И вдруг меня осенило во сне, что можно с кожи делать заколки. Ну, женские заколки такие. Почему заколки, не знаю. Ну, как-то... И пришло на ум, и я начал их делать. Я прям, ну, деревянные шпильки делал сам, точил. Я токарный станок купил, точил их, все. А древесину я брал, ну, древесину как. В общем-то, ездил специально в лес, и там, как это дерево-то, я уже забыл, боярышник. Довольно интересная, красивая фактура такая у него, красивый рисунок такой, все. И вот я его обрабатывал, сушил, обрабатывал, и довольно красивые такие вот шпильки получались для этих заколок. Привело к тому, что я сделал свою первую партию заколок. Там их штук 40-50 было заколок. И люди начали спрашивать, есть еще там, что еще делаешь.
В России вообще это ремесло не было так развито на тот момент. И приходилось информацию прям из пальца высасывать. Где-то, может быть, даже в эти даже ходил. Я в библиотеке искал информацию по коже, как с ней работать. Рос вот самостоятельно делал инструменты сам для себя. То есть у меня не было никаких, даже не было того, кто бы меня направил в этом. Когда все это пришло уже, в интернете информация появилась, интернет-магазины появились специализированные именно по кожевенному ремеслу. Я посмотрел, прикинул, уже проанализировал спустя годы и понял, в принципе, все, что у меня было на тот момент, правильно, я в правильном направлении двигался. Если я вижу в этом красоту, у меня начинают мозги работать. Как это создать в коже? Я хожу с этой идеей, я ее вынашиваю, я годами могу ходить с какой-то идеей, потом ее воплотить в итоге. Увидел фотографию Беркута в интернете, просто вот попалась она мне. Все, я запал. И этот Беркут, он застывший такой в полете, такой красавец просто. Он меня так вдохновил, я в нем просто души не чаял. Вот эта вот тяга к большому искусству, она всегда у меня внутри была. И то есть я не хочу оставаться в этом ремесле, я наоборот хочу это ремесло вывести в большое искусство. В 2016 году он пришел в музей и говорит, надо мне сделать выставку одного седла. Я посмотрел седло, это удивительное седло, уникальное по своей технологии, выполнено очень изящно. Но я удивился, стремена это не тувинские стремена, это его фантазия, взятая из японского конского снаряжения. Но сама головка седла была выполнена в форме головы беркута. И основа тоже была крыльев из беркута. Это действительно очень уникальное седло сделано. И это седло простояло у нас более полугода. Потом он его, в конце концов, продал через несколько рук, которое дошло до Объединенных Арабских Эмиратов. Весной он ко мне подходит и говорит, надо сделать одну выставку, одного портрета. Я его сделал из серебряных гвоздиков. Да ты что? Он показал, там была применена очень сложная техника, технология. Более 100 тысяч серебряных гвоздиков. Это было вообще в древности, то ли до нашей эры еще, то ли уже, очень давно. Но я об этом не знал. Я думал, вообще никто не работал в такой технике. А когда показал его в Эрмитаже, специалисты, которые смотрели, они упомянули об этих войнах, древнеиранские войны, которые как раз таки делали себе такие доспехи. Но в искусстве никто этого не применял. Вот и как-то получилось так, что я первый в искусстве вроде как в такой технике что-то подобное сделал. И он его делал, конечно, не за один год, он делал 2-3 года. Он взял портрет его из открытых источников по фотографии. Я не скажу, что картина, это работа была выполнена очень высокохудожественная. Основа у него была немецкая кожа, которую он специально обрабатывал, и мельчайшими гвоздиками. Высота гвоздика около 7 миллиметров. И удивительно, сколько нужно терпения, чтобы каждый гвоздик запечатлеть на этом портрете. Мы просто видим не просто Путина как президента России, а просто как обыкновенного человека, который задумался и думает о будущем
России. Это удивительно, потому что ведь не каждый у нас мастер и художник может выполнять столько длительное время работы над портретом Путина. Тончайшая ювелирная работа. Поэтому мы гордимся, что Сайдаш Николаевич выполнил такой портрет. У древних воинов, которые делали себе доспехи из кожи, из толстой кожи, и туда инкрустировали железные такие вставки, чтобы стрелы там не пробивали или там меч не разрубал, да. Я к этому долго, шел, я очень до последнего, и были и сомнения, до последнего, пока вообще прям не закончил. В этой технике у меня никаких ни советчиков, опять же, никого не было. Я просто сам шел вслепую, вот наугад. Пройдет, не пройдет, довел все. И потом уже пришло осознание, что да, я победил самого себя. Были моменты, я в кредитах весь был. И надо было, со всех банков звонят, все, надо платить, надо платить. А клиентов не так много, заказчиков. Я не знал, что делать. То есть я на тот момент уже забросил предпринимательство. Я пошел только по этой части, по части кожи. И вот как раз вот эта вот ломка была, вот этот момент переломный такой, когда я хотел даже бросить это все дело, и уже нашел покупателя. Все, что у меня было, я готов был продать на тот момент. Покупатель мне внес предоплату, и я пошел собирать все инструменты в мастерскую. Пришел, начал собирать, сел на стул и сказал: нет, я никому этого не продам. Я передумал, я вернул ему деньги, сказал: извини, я передумал. Я понимаю, что это были правильные шаги, это все вело к тому, к чему я сегодня пришел. Да. То есть я даже и не мечтал о том, что я когда-то стану народным мастером республики, когда-то создам там такие вещи, которые, просто я не думал на тот момент. Звание, вот это вот народный мастер, это оценка моей деятельности, да, то есть это очень важно для любого человека. Всех переживаний за эти годы, всех стараний, я не знаю, бессонные ночи, все это вот в этой грамоте, это крайне важно для любого человека. Я так понимаю это. Народный мастер Сайдаш Мамбужай, уже стал довольно интересным и известным художником. Он действительно очень талантливый. Он работает в разных манерах. При этом, конечно, мне кажется, что главная линия его творчества – это основа скифская. И мы недостаточно хорошо знаем скифское искусство. Но Сайдаш очень интересно разрабатывает эту тему, и она действительно заслуживает такого внимания в творчестве. Это интересно, и я думаю, что для молодежи познание через творчество Сайдаша скифской культуры, изобразительного искусства, это тоже такой новый путь, неожиданный. И можно сказать, что это этнический мастер. Не тувинский, но этнический мастер, можно сказать. То есть он он в стиле народном работает. То, что он делает, это действительно его характер, и это его выбор. Я специально, как преподаватель университета, специально провела такой мини-опрос среди студентов. Мы зашли на его сайт, посмотрели. Я сказала: ребята, вы бы хотели иметь такие ножи, предположим, с ножнами, предположим, такие ремни. Да, все сказали определенно, что это мастер высочайшего класса.
И, конечно, действительно, все понимают, что это уже не просто предмет какой-то бытовой, да, ремень, предположим, а это действительно произведение искусства. И это замечательно, потому что не специалисты, они все равно понимают, что это очень высокий класс. В первую очередь скажу о Кожевином, потому что мы действительно утратили его. Если бы мы тогда до сих пор бы занимались им, мы бы уже на таком уровне сейчас были. Ну, просто можно было бы заявлять на весь мир о себе. Но так как мы это утратили, сейчас приходится все это возрождать заново. Моя техника, она немножко отличается от той, которая была, ну, исторически, да, вот так сложилось у тувинцев, у наших предков, да. Они немножко использовали даже другую кожу для этого. То есть какую другую? Они с внутренних органов какую-то, да, там. И шов у них внутренний был, и обрабатывали ее жиром. Если я делаю, то я делаю уже для современного человека, который тоже им может воспользоваться, где-то гостям что-то, да, там предложить, где-то подарить кому-то, ну ты подаришь, а там от нее будет жиром пахнуть, ну как-то немножко неэстетично. Поэтому, ну, использую другие, ну, средства, чтобы всего этого избежать, и в то же время, чтобы он свою функцию выполнял, ну, как положено, что это должна быть только кожа, и чтобы она не протекала нигде. Потому что там, ну, там очень много требований, какой он должен быть. Там чисто кожа и все. И вот в кожу заливается жидкость, и она не протекает. Вот здесь вот эти тонкости все надо выдержать. И это довольно-таки, ну, такой процесс довольно длительный. Хочется вот этот кагеджик, чтобы мы не потеряли, в общем, его, чтобы кто-то другой не запатентовал так же, как это было с Хомеем. Давайте кагеджик сохраним. Это наше. Это наше, это издревле наше. Давайте это сделаем. Когда заканчиваешь изделие, ну, ты понимаешь, что это того стоило.